Привет, друзья! С вами Ади Кешева, канал Простая жизнь. Сегодня мы будем говорить о известном видео, которое записал видеоблогер Ли Кей. Это видео называется «О йоге, индуизме и самоограничениях». Когда я посмотрел это видео, я просто не смог спокойно сидеть. И мне захотелось, естественно, ответить. Разобрать все самые спорные, самые неказистые и самые неправильные моменты этого видео. Что ж, поехали! Для начала следует отметить, что монолог Ли Кея был основан на книге «Веселая наука», которую написал Ницше. Так почему я, рядовой зритель Ютуба, должен принимать авторитет Ницше, который был просто умалишенным писакой? Дорогой Ли Кей, вы говорите, что намного лучше прожить всего лишь один день, но полной грудью дыша и вкушая весь этот день целиком и полностью, чем прожить 80 лет не пойми как, размеренно и без каких-то экстримов. Но возникает вопрос, а что вы реально можете достичь за этот один-единственный день? Ну, максимум вы можете съесть 3-4 килограмма еды, вы можете выпить 2-3 литра бухла, переспать с 10 девушками и посмотреть 12 фильмов продолжительностью 2 часа каждый. Но сможете ли вы за один день обрести тот бесценный опыт и ту мудрость, которую не обретают многие даже за всю жизнь? Ответ очевиден. Вряд ли. Ты идешь по улице и видишь, что навстречу тебе идет прекрасная девушка, которая улыбается и смотрит на тебя. Что тебе в этот момент говорят твои чувства? Чего ты ждешь? Давай! Не позволяй своей мечте оставаться просто мечтой! Да, ты можешь! Сделай это! Дальше вы цитируете Ницше, и вы говорите, что тот, кто живет такой жизнью, имеется в виду жизнь, которая наполнена собственным делом. Жизнь такого человека начинает освобождаться от всего, что с этой жизнью не связано. То есть, другими словами, если я выбираю стилем своей жизни философию гедонизма, а это значит «ешь, пей, веселись», я начинаю заниматься этим, и все, что не связано с этим «ешь, пей, веселись», начинает просто убегать из моей жизни. А это значит, что самоанализ, погруженность, рефлексия, отчет себе о том, что я делаю, начинает уходить из моей жизни. Другими словами, я просто превращаюсь в тупое животное, которое просто наслаждается. Дальше вы говорите, что если человек занят своим делом, то вредные привычки сами уходят из его жизни. Например, я склонен к насилию, и я охочусь на животных и безжалостно убиваю их, и мне это очень нравится. По вашей логике, склонность к насилию, а это однозначно вредная привычка в жизни человека, сама уйдет из моей жизни. Нелепо звучит, не так ли? На самом деле этот принцип, он может работать, но он работает только в том случае, если деятельность, которой мы заняты, она по порядку выше, чем те привычки, от которых мы хотим избавиться. Но почему-то об этом речи вы не ведете. Дальше вы ссылаетесь на кришнаитов и говорите, что они утверждают, будто нужно отказаться от всех склонностей и побуждений, вызванных материальным телом, что нужно просто отречься от всего, и тогда душа сама по себе очистится. Дорогой Ли Кей, откуда вы это взяли? Похоже, что вы очень поверхностно понимаете суть восточной философии. Само по себе отречение еще никого не сделало счастливым. В Ведах приводится пример, который показывает абсолютно противоположную точку зрения. Там говорится, что современная цивилизация пытается разогнать, раскрутить температуру жизни до максимума, до 43 градусов Цельсия. 43 градуса Цельсия – это та температура, при которой белки, находящиеся в составе структур тела, начинают сворачиваться, и человек просто умирает. С другой же стороны, умствующие, спекулирующие философы пытаются понизить температуру жизни до нуля, отказавшись полностью от любой деятельности и не вступая в контакт с объектами чувств. Но человек, который по-настоящему мудр, он понимает, что температуру жизни необходимо поддерживать в здоровых пределах, примерно 36,6 градуса. При этом в жизни человека присутствуют как контролируемые чувственные наслаждения, так и разумная доля самоограничения. Другими словами, нет ничего плохого в желаниях, которые исходят от тела. Вопрос лишь в том, каким образом ты будешь эти желания удовлетворять. Но то, что вы сказали дальше, действительно заставило меня кататься по полу от смеха и держаться за живот. Вы сказали, что священные писания прошлого были составлены людьми только лишь для того, чтобы достичь гигиены и преодолеть нищету. Запрет на убийство коровы – это доисторическая юриспруденция? А индийская йога была создана для того, чтобы выжить в индийском климате? Вы вообще понимаете, что такое йога? А затем вы вообще говорите о том, что нашли какую-то невероятную брешь в восточной философии и утверждаете, что раз это маленькая жизнь, 80 лет, если она такая маленькая, и после этой жизни человек якобы достигает какого-то вечного бытия,
то тогда эту жизнь нужно действительно прожить на полную катушку и дышать полной грудью. Простите меня, дорогой Ли Кей, но здесь вы абсолютно не правы. Согласно ведической философии, если человек на полную катушку проживет свою мизерную, ничтожную жизнь, то после оставления этого тела его не ждет вечное бытие. Его ждет новая жизнь. И после этой новой жизни его ждет еще одна жизнь. И он вновь родится, и вновь родится, и вновь родится в этом материальном мире. И не всегда это рождение будет удачное, в здоровом, сильном, красивом теле. А есть вообще желающие родиться червяком в общественном туалете? И вы абсолютно правы, что нам не нужно отрицать возможности этого тела. Что если у нас есть рука, то ей нужно хватать. Если у нас есть нога, ей нужно ступать. Если у нас есть глаза, ими нужно смотреть. Но вот что хватать? Куда ступать? И на что смотреть? Это большой вопрос. Дальше следует еще одна порция юмора от вас. Вы говорите, что быть собакой значит быть свободным. А с каких это пор вообще собака стала символом свободы? Если человек живет собачью жизнь, то в его жизни нет других развлечений, кроме как ходить и вынюхивать, где бы что сожрать, на кого бы запрыгнуть, с кем бы погрызть. Есть известная поговорка, что даже если вы посадите собаку на трон, оденете ей корону, дадите ей скипетр и накинете мантию, она может просидеть в таком царском виде какое-то время. Но как только в тронный зал зайдет какой-то человек, она тут же спрыгнет с трона и обнюхает ему ноги. Уж кто-кто, а собака является символом рабства и зависимости от своих чувств и инстинктов. Дальше вы называете нелепым стремление человека придерживаться принципам. То есть, если какая-то женщина дает себе обет, что я буду верна своему мужу до конца, если какой-то друг внутри себя, не на показуху, дает обет, что я буду верен своему другу до конца, это нелепо? А получается, что человек, который, подобно проститутке, готов продать все свои принципы и ценности ради каких-то пустых, абсолютно не стоящих побуждений своих чувств, это круто, да? В итоге вы приходите к заключению, что осознание души – это процесс, происходящий в мозгу. Откуда вы вообще это все берете? Кто вам это сказал? Вот вы мне скажите, как вообще этот мозг, который является полностью материальным органом, может осознать душу, которая совершенно трансцендентна материи и имеет совершенно духовную природу? Это же просто невозможно! И под конец вы называете свободой способность спекулировать, измышлять, жонглировать словами и выдумывать. Вы меня простите, конечно, но это детский сад какой-то, честное слово. Лично у меня после просмотра осталось такое чувство, что вы просто пытались натянуть за уши философию Ницше для того, чтобы оправдать свой, лишенный принципов образ жизни и выдать его за абсолютную, или даже за относительную истину. Кто-то может спросить, а что такого вообще плохого в этой философии? В принципе, ничего, если ты хочешь как собака рыскать там и сям, лишенный цели, лишенный осмысленности, просто пытаться использовать всех и все, что тебя окружает, для собственного наслаждения. Нет проблем, давай! Но если ты хочешь жить по-человечески, задаваясь вопросом, кто я и зачем я здесь, и вместо отрывистых кусков дешевых воспоминаний обрести вечное счастье, которое никогда не закончится, тогда нужно действовать, применяя свой разум, а не быть машиной для наслаждения собственных чувств. Таковы некоторые мысли, которые пришли ко мне после просмотра видео, которое снял Ли Кей под названием «О йоге, индуизме и самоограничениях». А если после увиденного у вас возникли какие-то идеи, обязательно напишите об этом в комментариях, потому что мы открыты для дискуссий. С вами был Адикешева, канал «Простая жизнь». Подписывайтесь на нас, ставьте лайк и увидимся в следующих видео. А меня ждет лесная жизнь! У-ху!